Приветствую всех! Сегодня 11 октября 2021 года. Я занимаюсь осенними видами работ. Вот надо убирать листья будет, но перед этим вот у нас каштан. Были морозики, сбросил всю листву, вот, и в том числе каштаны. Я сейчас буду собирать. Сначала соберу каштанчики и буду так. В одну, например, емкость, терка, я буду каштаны, которые не лопнули, ну, в целом такие целые, а в другую, где треснутые, если можно будет сердцевинку такую доставать, сам каштанчик. И, возможно, внукам отдам поиграться, может, младшая внучечка, они могут счет учить, там, посчитать, что-то поделать, ну, поиграться, потом попросить. Но перед этим я хочу сказать, что приближается 14 октября. Это прежде всего для меня, для нашей семьи. Это день рождения нашего старшего сына. И ему в этом году круглая дата с нулем. Поэтому это юбилейный день рождения. Я приготовила ему подарок, очень красивую песню на белорусском языке, называется «От Росины». Великолепная песня с хорошим смыслом, и мне ее подарил прямо автор, исполнитель, писатель белорусский Анатоль Кудласевич. Я ему вельми удячная, очень благодарна ему за то, что он мне разрешил исполнить эту песню. И я ее разучила некоторое время назад и готовлю ее как подарок сыну на юбилейный день рождения. Вы сейчас смотрите этот ролик на моем втором канале, мне не все равно. Подписывайтесь и на него, и подписывайтесь на мой первый канал Марианна Груздилович, чтобы не пропустить новинки, которые я там помещаю. Я их больше рассылать не буду, никому не буду рассылать, кроме, ну, пожалуй, тех самых-самых близких людей, которым я хочу послать ссылочку в своем новом каком-то ролике или песне и так далее. Остальные путем подписывания могут посмотреть. Я еще хочу сказать, очень доброжелательно и спокойно. Во-первых, напомнить, что я не религиозная, атеистка, поэтому 14 октября все прекрасно знают, особенно православные, что это какой-то религиозный праздник. Я даже знаю его название, не буду его произносить. И, конечно, не поэтому для меня это будет знаменательный день, а также, особенно хочу подчеркнуть, в этот день, где-то там, во второй половине 90-х годов, ну, короче, в отдельно взятой стране, отдельно взятым товарищем был введен тоже еще один праздник. Ходят слухи, я не утверждаю, но я слышала такую версию, что в честь дня рождения своего близкого человека он подумал и решил ввести праздник для всей страны. И ввел праздник, который теперь уже многие люди считают, что это праздник, он был всегда, они даже не помнят, когда его не было, а я помню. Вот, всегда это был 8 марта, женский день, в котором мы поздравляли и женщин, и дочек, и мам, и бабушек. Такой был женский день, и он и сейчас есть. Тот же праздник, который приближается сейчас, для меня не существует. Вообще все праздники, которые введены в новейшей истории, это просто для меня не существует. Поэтому я очень прошу всяких подруг, приятельниц и даже родственников не ждать ни от меня поздравления с этим праздником, ни, пожалуйста, меня не поздравляйте. Вот, ни в каких там соцсетях
И не пересылайте мне, пожалуйста, вот эти пересыльные открытки. Вот эти пересыльные такие пересылки, которые шлют люди друг другу, особенно по одной из соцсетей, очень такой распространенной, тоже не буду называть. Ну, как бы я не очень много внимания на них обращаю, даже если такие музыкальные приветики. Ну, они не имеют для меня такой ценности, как если бы человек сделал что-то сам, пусть попроще и так далее. Вот я, если шлю с чем-то, ну, свою песню, ну, вот это было сделано мною. Но если это человеку не ценно, ну, это проблемы человека, а не мои. Я это сделала со всей душой, что открытку, что клип какой-то песни. И поэтому вот моя поздравительная песня будет сделана от всего сердца, от всей души. И я хочу сказать, что прежде всего для меня 14 октября, и не только для меня, но и для моего супруга, это будет день рождения юбилейный нашего старшего сына. Но это в этом году, 21-м. А также каждый год просто это будет день рождения, продолжаться нашего сына. А вот тот праздник, который был введен в отдельно взятой стране отдельно взятым товарищем, а также какие-то более религиозные праздники, они просто не существуют для меня, но это обыкновенный день. Это красивый день, октябрьский, осенний, и золотая осень всегда в это время. Вот что мы сейчас видим здесь, где я нахожусь. Так что еще раз всем привет из октября, з Кастрычніка 21-го году, з Беларусі. Гэта я кажу для тых, хто знаходіцца, можа, у іншых краінах, у Росіі, альбо ў Казахстане, Узбекістане і іншых краінах, якія глядзяць мой кліп там пра студэнчыства. Там шмат людзей, там шмат праглядаў, уже больше за 150 тысяч праглядаў того кліпа. И яны подписываются на мой канал. Можа, посмотрят и гэты ролик. Таму я зараз сказала некалькі слов на беларускай мове, каб яны пачулі, як прыгожа гучыць гэтая мова і як яна адрозніваецца ад іншых мов. І асабліва я маю на увазе тых людзей, тыя краіны, якія лічаць, што такой краіны не існуе, што мовы гэта искусственно зробленыя мовы, і яны таксама не існуюць, і існуе толькі іх краіна і іх мов. Я лічу, што яны не маюць рацыі, і што гэта зусім не так, і паслухайце, як прыгожа гучыць беларуская мова. І калі вы пачуеце, што вы не ўсё разумееце, ну тады вы пачуеце розніцу паміж мовамі. Еще раз большое спасибо за внимание. С наступающим днем рождения моего старшего сына, юбилейным, 14 октября. Подписывайтесь на канал Марианна Груздилович, и этот канал «Мне не все равно», и смотрите мой подарок. А также еще будет один видик, сделанный подарок. Всего доброго, всем здоровья, всем хорошей остатка золотой осени, и чекаем зимы, ждем зимы. Покуль. Загрустит, молча ложится осень листьями на пути.